بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتاب الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья-мусульмане, также все зрители Кыргызстана, уважаемые братья-мусульмане, нынешнее положение, как всем известно, это испытание, великое испытание от Всевышнего Аллаха Субхана. Всевышний Аллах испытывает своих рабов, как хочет. И каждое испытание, за ней идет облегчение. Всевышний Аллах в одном из аятов в Коране говорит: «Инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Сура Алям-Начрах говорится: «Фа инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Поистине, с каждой трудностью есть облегчение. Поистине, с каждой трудностью есть облегчение. В этом аяте ученые говорят то, что Всевышний Аллах в этом аяте, он дважды повторил каждый из слов облегчение и трудность. Но слово трудность Всевышний Аллах повторил его в определенной форме. А слово облегчение Всевышний Аллах в этих двух аятах повторил в неопределенной форме. Что означает, как ученые говорят, то, что имеется в виду, когда слово облегчение, она в неопределенной форме, и слово трудность в определенной форме дважды повторяется, то имеется в виду одно и то же слово. Иначе говоря, поистине с каждой трудностью идет два облегчения. То есть, если такая пандемия, если такая ситуация, тяжелое положение, то за ней будут два больших блага, то есть облегчение будет от Аллаха, от милости от Аллаха Субхана. Поэтому что же мы должны делать в этом случае? Всевышний Аллах Субхана в коранических аятах, в суре Аль-Бакара, 155 до 157 аята, здесь он говорит об испытании, то есть о положении верующих, да? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Поистине мы непременно вас испытаем страхом, голодом, потерей имущества, потерей душ, потерей фруктов, да? Фруктов. Вавашир соберин, то есть самарот, то есть да, злаков, фруктов, что человек сеет, эти потери всего, вабашир соберин, но обрадуй же Мухаммад алейхиссалям терпеливых. Посмотрите, в этом аяте открыто говорится то, что мы непременно вас испытаем. Это и есть испытание, то, что страх, который окутал нас сегодня, нас окутал, то страх пандемии, страх болезни. И что будет, если я заболею? Что будет, если жена заболеет, если дети, родители, да? Что будет? И что будет, если я потеряю имущество свое? То есть это страх. Аллах говорит, мы непременно испытаем вас страхом. Смотрите, это есть испытание, уважаемые братья. Уважаемые братья, поверьте, смотрите, дальше. В этом же аяте Аллах говорит, голодом также испытаем. Для кого-то этот голод уже прошел, для кого-то он сейчас и длится до сих пор. Например, из-за карантина и тому подобное. Но Всевышний Аллах, кому предписал пропитание, это пропитание до него непременно дойдет. Даже если он не будет работать, уважаемые братья. И Аллах в этом аяте дальше продолжает, говорит, потери имущества, потери душ. То есть некоторых, вот к нам сегодня, например, за последнюю неделю к нам в мечеть обращаются люди, да, очень часто обращаются. То, что люди, отец умер, дядя умер, дедушка умер, от пневмонии умер, от коронавируса умер. То есть потери душ, это тоже испытание от Всевышнего Аллаха Субхана. То есть не мы одни такие. Для всех эта ситуация, для всех она такая сейчас, то, что Аллах испытывает всех. И также, смотрите, и что же в этом аяте Аллах Субхана говорит, велит в такой ситуации делать? Всевышний Аллах говорит об ашир сабирин. Обрадуй же верующих, о Мухаммад алейхиссалям. Обрадуй же терпеливых верующих. Обрадуй же терпеливых, посмотрите. То есть, несмотря на то, что его имущество теряется, уменьшается, души, то есть родственники, близкие уходят с этого мира, Аллах забирает их к себе. Несмотря на то, что Аллах испытывает его страхом, голодом,
если человек терпит, если верующий терпит, то Всевышний Аллах говорит, обрадуй верующих, терпеливых верующих, тем благой вестью. То, что Всевышний Аллах вместе, инна Аллах ма'ас-сабирин, в другом аяте говорит, то, что Аллах вместе с терпеливыми. За каждое терпение Всевышний Аллах в этой жизни, что бы ни касалось человека, за его терпение, Аллах непременно одарит его большим благом, уважаемые братья мусульмане. И что же нам остается в такой ситуации делать, уважаемые братья? Смотрите, Аллах говорит, терпеливую, то есть, во-первых, верующий должен терпеть эту ситуацию, потому что это от Аллаха субхану тааля. И когда касается беда, в этом аяте говорится, «Алладин ида асабату мусиба, қалу инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Это терпеливые верующие, это те, которые, когда к ним касается беда, они говорят, поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. То есть, какое бы имущество они потеряли, сколько бы они душ близких не потеряли, родственников, они говорят, поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. То есть, Аллах, когда захочет, забирает имущество. У кого захочет, и отдает кому захочет. Когда захочет, Аллах забирает души. Мы не должны из-за этого горевать, падать духом. Нет, уважаемые братья. Всевышний Аллах в другом аяте говорит, لِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Каждому народу предписана смерть, определенное время. И когда придет это время, она не опоздает на малейшее время. И не придет раньше. Она не опоздает и не придет раньше. То есть смерть предписана каждому народу, каждому человеку. И она придет. Пускай она будет посредством болезни, посредством какой-то аварии или по своей причине. По какой причине не было, но эта смерть непременно придет. И эта смерть не забудется. Она не придет к вашему соседу, ошибаясь. Или не придет раньше, и не придет позже. И поэтому мы не должны говорить, если бы не так, было бы так. Если бы врачи бы смотрели, или если бы мы как-то ухаживали за ним, он бы не умер. Мы бы не лишились его. Нет, слово «лауля», «если бы», слово «если бы». Это слово от шайтана. То есть все предопределено. Как бы мы ни хотели, то Всевышний Аллах Субхану все равно, Всевышний Аллах, человек предполагает, но Аллах располагает. Как бы мы ни хотели, но вопреки желаниям человека, Всевышний Аллах творит так, как ему хочется. Всевышний Аллах Субхану. Поэтому говорится то, что Всевышний Аллах Субхану аль-хаким и хаким, он мудрец и творит все по своему велению. Он мудрец. Но деяния, поступки мудреца, они не свободны от мудрости. Фи'алюль хаким ла яхлю аниль хикма. Творения, дела мудреца, они не свободны от мудрости. То есть, что бы Аллах ни делал, это все предопределено здесь у нас в жизни. Что бы Аллах для нас не сделал, это все в тагдыр. То есть, да, она есть скрижали есть она. Это предопределено все. И все по воле Всевышнего Аллаха Субтитры. Посмотрите, уважаемые братья. В другом аяте Аллах Субтитры говорит, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Вам предписано сражение, если оно даже ненавистно для вас. Есть некоторые вещи ненавистны для вас, но в нем много добра. Также есть некоторые вещи любимые для вас, но в нем много зла. Аллах знает, вы не знаете. Посмотрите, в этом аяте Всевышний Аллах говорит, то есть некоторые вещи, которые мы не любим, например, это болезнь, да, это пандемия или положение это, но в нем может быть много добра. Мы не знаем этого. Есть наоборот, есть те вещи, которые мы очень сильно любим, но в этом очень много зла. И в этом аяте Аллах открыто сказал, вы не знаете, но Аллах знает. Аллах действительно знает, что для нас лучше пользу приносит, а что для нас хуже. И поэтому, что нам остается делать? Нам остается терпеть, надеяться на Всевышний Аллах Субтитры, просить помощи у Аллаха Субтитры, вастаину бис-сабри ва-саля, просите помощи у Аллаха посредством терпения, посредством молитвы, намаза, то есть. Вот к чему я призываю всех верующих, уважаемые братья. И мы не должны падать духом. Нет. Значит, в этом есть великое благо. В этом есть мудрость Всевышнего Аллаха. Это есть мудрость. Это есть добро.
Тот человек, который умер от болезни, например, от пневмонии, как к нам приходят братья, да? Или умер от COVID-19, да, от коронавируса. Он же умер мучеником, если он верующим умер. Мученик, то есть шахид. Его все грехи прощены. И он, иншаллах, войдет в джаннат. Уважаемые братья. Из-за этого я призываю верующих, я призываю родственников тех, кто потерял близких родственников из-за этой болезни в этот период. К чему? К терпению. Наоборот, не падать духом, не впадать в депрессию. Такое критическое состояние, а нет. Мы должны, с одной стороны, радоваться за то, что этот человек умер шахидом, то есть мучеником, да? Что Аллах простил его грехи. Посредством этой болезни Аллах простит его и возвысит над мирами. Посмотрите. Говорится то, что болезнь для человека дается по двум причинам. Либо Аллах прощает все грехи этого человека посредством болезни, первое. Либо Аллах, то есть очищает его, да? Второе, либо Аллах, он его возвысит посредством этой болезни. Посредством болезни он возвышает этого человека. То есть некоторые степени перед Всевышним Аллахом Тааля, когда раб Аллаха, верующий, не может достичь посредством своих деяний, хороших деяний до этой степени, то Аллах возвышает этого человека посредством болезни. Поэтому эта болезнь для нас, она дается либо Аллах, кого захочет, он его грехи прощает. Забирает ее к себе, будучи этот человек мучеником, да, шахидом, то есть. Либо Аллах дает ему болезнь, чтобы приблизить его, возвысить его степень перед Всевышним Аллахом. Поэтому не должны думать, что это панический страх для нас не должен окутывать. Мы не должны паниковать, мы не должны отчаиваться. Нет, мы не должны падать духом. А что делать? Что же велит Всевышний Аллах? Посмотрите, в этом аяте говорится, как мы сказали уже, во-первых, они терпеливы. И терпение это их качество, одно из качеств. А второе, когда их касается беда верующих, они говорят, поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. Вот что нам, то есть, чтобы нас, Аллах, чего бы нас не лишал, пускай это жизни или имущества, близких, мы говорим, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. То есть мы ничего не можем сделать. Мы можем лишь терпеть, надеяться на награду Всевышнего Аллаха. Вот для таких людей Всевышний Аллах говорит, «Уляйка алейхим салавату мир раббихим ва рахма». Вот именно над ними, да, будет милость, будет милосердие, благодать Аллаха, ихнего Господа и милость. И вот они именно находятся на прямом пути. То есть прямой путь верующего, как же в таких случаях, в тяжелых случаях, Всевышний Аллах говорит, это терпение. Терпеть, потому что это все от Аллаха Субхану. И в этом есть великое благо, есть великая мудрость. Терпеть. И что говорит то, что Аллах забрал, мы к Нему принадлежим, и мы к Нему вернемся, Ему мы одному принадлежим. Какое бы у нас ни было имущество, все принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану. Посмотрите, есть три пути в данной ситуации. В данной ситуации есть три пути. Первый путь – это путь монашества, да, рахбаният. Когда человек, он уповает только на Аллаха, надеется на Аллаха и все. Оставляет все причины, да, все средства, например, защиты, гигиенические средства, антисептические средства, маски, не соблюдает дистанции, то, что он верит в то, что все от Аллаха и все. На этом он не пользуется ничем. Это называется рахбаният, то есть это монашество. Монашество, да? Это не путь ислама. Первый путь. Ислам не призывает к такому пути. Есть второй путь. Второй путь надеяться только на такие вот средства защиты, на маски, на гигиенические средства, на соблюдение социальной дистанции, не посещать общественные места, только дома сидеть. То есть думать то, что именно вот это и сохранит человека, да? Посредством этого человек не заболеет. Если Аллах захочет, то есть этот человек может заболеть, даже сидя дома, не выходя на улицу по какой-то причине. Две вещи, смотрите. Но ислам не призывает к этому, чтобы только на это и надеяться человек. Нет. Есть третий путь. Есть третий верный путь. То есть между этими вещами. Мы уповаем, во-первых, на Аллаха. Каждая болезнь, каждая беда от Аллаха. Если Аллах захочет, человек заболеет, даже сидя дома, пользуясь всеми антисептическими средствами, даже масками, не контактируя ни с одним из человеков, вообще не посещая общественные места,
сидя дома, он просто может по какой-то причине, да, заболеть. Это от Аллаха. Поэтому что делать? Первая вещь, уповаем на Аллаха. Первая вещь, не боимся ничего и никого, кроме Аллаха. Сердцем мы должны быть, духом мы должны быть сильным. На Аллаха надеемся, но тем не менее, третий путь, о котором мы говорим, призывающий ислам к чему призывает? Ихтият. То есть осторожность. К чему осторожность? Третий путь, как мы сказали, да, то есть мы не оставляем все причины, да, которые вот гигиенические средства. Мы пользуемся этими всеми средствами. Маски, да, одеваем, соблюдаем социальную дистанцию, соблюдаем что? Все правила, которые нам говорят из правительства, пользуемся всеми гигиеническими средствами, антисептическими средствами, стараемся избегать общественных мест. Все это мы делаем, но мы не уповаем, не надеемся только на это. Мы надеемся на Аллаха, субхану тааля, но тем не менее, ихтиятан, опасаясь, мы пользуемся всеми этими вещами. Вот это путь ислама. Ихтият. Наш путь не рахбания, то есть не монашество, оставляя все и только уповая на Аллаха. Наш путь не нафсанят, то есть это второй. Чтобы пользоваться только всеми средствами гигиеническими, только на это, надеяться только на это, а не надеяться на Аллаха. Нет, наш путь ихтият, то есть осторожность. Пользуясь всеми этими средствами, всеми этими вещами, защищаясь, остерегаясь, но тем не менее уповать только на Аллаха. Если Аллах захочет, человек заболеет. Если Аллах захочет, будь это будет пострашнее болезнь, будь это будет очаг еще хуже, но человек не заболеет, потому что ему не суждено. Так Аллах не захотел. Вот к чему призывает ислам, вот к чему мы призываем вас, уважаемые братья мусульмане, к этому именно. То есть всем верующим я говорю, чтобы они пользуются этими средствами. Почему? Потому что и были люди, которые намного выше нас по степени перед Всевышним Аллахом. Величавее нас. Это сподвижники нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Говорится про кого? Про Умара, радиллаху анху. Умар, это второй халиф. Про него наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если после меня был бы пророк, то это непременно был бы Умар, радиллаху анху. И что же он сделал при такой болезни, под пандемией, Умар, радиллаху анху? Посмотрите. Когда он со своими сподвижниками, со сахабами, да, Умар радиллаху, направлялся в сторону одного города, поступила весть, то, что жители этого города болеют чумой. О, правитель верующий, если вы вступите в этот порог этого города, то вы не можете заболеть. Все ваше войско, то есть сподвижники тоже могут заболеть. Тогда Умар радиллаху повернулся и сказал, что он сказал? Он ушел с этого места, он не стал заходить в этот город. И некоторые сподвижники сказали, о, правитель верующих, почему вы убегаете от судьбы Аллаха? На что он ответил? Я ухожу от одной судьбы Аллаха к другой судьбе. То есть, посмотрите, он остерегается, несмотря на то, что его иман как гора, да, несмотря на то, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что если после меня был бы пророк, это был бы Умар радиллаху анху, по положению перед Всевышним Аллахом он намного может быть выше нас. Выше. Но как он делает? Что он делает? Он говорит, я убегаю от одной судьбы Аллаха к другой судьбе. Ухожу от одной судьбы к другой судьбе. То есть он тоже остерегается, несмотря на его иман. Значит, ислам к чему призывает? Не оставлять все это, а наоборот пользоваться этим, всеми гигиеническими средствами, соблюдать дистанции, этим всеми средствами пользоваться, но тем не менее уповать только на Аллаха. Потому что эти средства, они не сберегут нас от болезни, не спасут от этой ситуации. Спасет от этой ситуации только Всевышний Аллах. От него польза. Уповаем только на Аллаха, но мы ихтиятан, остерегаясь, пользуемся этими всеми вещами. Вот к чему призывает этот путь. Ислам. Так поступали сподвижники, великие люди. Почему бы и нам так не поступать? Всем верующим я говорю так же. Также я скажу еще одну историю. Когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошел некий сподвижник, он был верхом на верблюде, оставив верблюда непривязанным, он заходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит ему, когда у него спросили, привязал ли ты верблюда, он сказал, я не привязал его. Не привязал? Ему сказали, он ответил, я не привязал верблюда, я уповаю на Аллаха и надеюсь, что посредством Аллаха этот верблюд не убежит, да? То есть Аллах будет смотреть за ним. И тогда ему сказали, а почему бы
почему бы тебе не привязать верблюда и потом не уповать на Аллаха Субхану ва Тааля? То есть это есть истинный таваккаль, это есть истинное упование на Аллаха. Когда человек привязывает это свое верблюда, да, и уповает не на веревку, которую он привязал, а на Аллаха. То есть Аллах сбережет его. Аллах будет следить за ним. Вот именно в этот момент это настоящий таваккуль. А если он не привязывая, делает таваккуль, это означает то, что вот он, например, не закрывая машину свою, оставил открытой и говорит, чтобы вор не зашел к нему в машину. То есть он маджбур, да? Он вынужден уповать на Аллаха. А в этот момент лучше таваккаль какой? Привязать свое, его, да, верблюда, да? Закрыть на ключ свою машину, а потом уповать на Аллах, чтобы никто не украл его, да, или чтобы он не убежал. Вот это есть таваккаль, истинный таваккаль. То есть, для этого я говорю, для сравнения, чтобы мы также, что делали? Мы и пользуясь всеми гигиеническими средствами, антисептическими средствами, масками, соблюдая социальную дистанцию, мы это все делая, но уповали на кого? На Аллаха Субхану ва Тааля. Сегодня мы забываем об этом, уважаемые братья. Мы стали очень сильно бояться, паниковать, пользоваться только этими вещами, а кто-то вообще не пользуется. Но мы не перестали уповать на Аллаха. Не забывайте, что Всевышний Аллах, «Вама я'ляму джунуда раббика илля ху». Войско твое Господа не знает никто, кроме него. Может быть, что это пандемия, что это болезнь, которую мы даже под микроскопом еле видим, да, еле-еле видим. Сколько анализов нужно сдать, чтобы. Это может быть войско Всевышнего Аллаха. Никто не знает войско твоего Господа, кроме Аллаха. От Аллаха, если мы будем помощи просить у Аллаха, Субхану ва Тааля, надеяться на Аллаха, но что остерегаясь, пользуясь всеми этими вещами, как мы сказали уже, вот это есть путь ислама. Это есть к этому и призывать ислам, уважаемые братья. Поэтому чаще говорите всем своим знакомым. Говорите, объясняйте им. Нет, это нужно этим всем пользоваться, но давайте не забывайте об Аллахе Субхану ва Тааля. От кого же пришла эта болезнь? Кто же заберет эту болезнь? От кого-то положение. Это испытание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах испытывает нас так, чтобы возвысить нас, либо чтобы простить наши грехи. То есть это все милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому давайте, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, как говорит в аяте, я к чему призываю, просите помощи у Аллаха Субхану ва Тааля посредством терпения, посредством молитвы. Больше молимся, делаем дуа за наш народ, за наши семьи, за весь умма, да, уммат Мухаммадия, за всю общину нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, за нас всех. Делаем дуа хорошее, надеемся на Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах непременно, Он спасет нас от этой ситуации. Также в конце, иншаллах, сделаем дуа. Пускай Аллах Субхану ва Тааля даст нам исцеление от всех болезней, от всех невзгод, от всего страха, от всего такого панического страха. Пускай Аллах нас избавит. И пускай Аллах Субхану ва Тааля даст нам благополучие, баракат для нас даст в нашей жизни. Пускай Аллах Субхану ва Тааля и тем даст терпение также тем, кто лишился своих близких людей. Пускай Аллах дарит их терпением. وصلى الله تعالى على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.